Ставла Бурлун, всем добрый день, друзья! Сегодня у нас начинаются разговоры у Йомы, и у нас будет разговор о психосоматике. Эта история началась конкретно у меня несколько лет назад. Мне ставили диагноз бесплодия, и я изучала вопросы психосоматики. Почему же так происходит? И вот моему бесплодию 4 года, бегает прекрасная дочь. В общем, все сработало. И сегодня у нас в гостях специалист по психосоматике Ирина Якименко. Добрый день. Ира, давай начнем с определения, что же такое психосоматика. Само определение психо – это душа, а сома – это тело. И в комплексе получается, что это взаимодействие души и нашего тела. То есть как наша психика влияет на наше физическое состояние. Это коротко, не углубляясь там в какие-то, что это наука, которая и прочее, прочее. Это наука. Это наука, да. Абсолютно все болезни и все, что происходит с человеком, связано с психосоматикой. Да, вся наша жизнь психосоматика. Мы с тобой сидим, и это психосоматика. Нас снимает команда, и это психосоматика. В смысле мы с тобой сидим, и это психосоматика? У тебя сейчас какое-то есть определенное психическое состояние. Угу. Например, я волнуюсь. Угу. Я волнуюсь. Это нормально, я тоже волнуюсь, ребята. Я думаю, какой же у нас выпуск получится, это нормально. Да, я волнуюсь, и это отражается на моем теле. У меня есть тремор рук, у меня есть тремор в голосе, и это психосоматика. Я что-то чувствую, и это отражается на моем теле. Это и есть психосоматика. Какие самые яркие случаи в твоей истории с клиентами были, самые эффективные какие-то или запоминающиеся? Можешь рассказать? В основном приходят, как будто бы человек приходит с какой-то болячкой, но в психосоматике слово «болезнь» не существует. То есть это такое закавыченное слово «болезнь», потому что с точки зрения психосоматики это уже восстановительная фаза определенного конфликта. То есть если в традиционной медицине это болезнь, то в психосоматике это уже выздоровление, это тело восстанавливается уже. Активная фаза психосоматики – это когда идет стрессовая ситуация. Какие могут быть симптомы стрессовой ситуации? Это бессонница, это навязчивые мысли, это могут быть холодные конечности, и человек все время в каких-то навязчивых мыслях. Вот, допустим, мы запланировали съемку, и я, конечно же, какое-то время я плохо спала, просыпалась ночью. У меня были вот эти навязчивые мысли, как я буду. Сегодня мы снимем, меня отпустит, и у меня будет восстановительная фаза. Возможно, у меня будет болеть горло, у меня, возможно, поднимется температура, потому что у меня конфликт, то есть я вышла из конфликта, и мое тело отреагировало на это. И люди приходят с болячкой, но мы доходим к тому, что все касается отношений. То есть это либо детско-родительские отношения, либо это отношения мужчины и женщины, либо отношения коллеги, мама, папа, дочь, папа, сын, мама и прочее. Это все равно очень глубоко идет. Либо это какая-то связь с поколениями связанная, которая... Мы взяли стратегию из своего рода. Так реагировала моя бабушка, так реагировал мой дедушка. И сейчас, спустя несколько поколений, я тоже так вынуждена реагировать. И была у меня одна женщина, которая рассказала мне свою историю, что когда она была маленькая, ей было 3 года, и папа вынужден был уехать в другой город на работу. Ему предложили работу. И спустя какое-то время они должны были с мамой присоединиться к нему. Но с течением обстоятельств как-то так сложилось, что мама не захотела туда ехать. Не знаю, по каким причинам, мы не углублялись в этот вопрос. И через какое-то время папа там нашел другую семью, скажем так. И девочка осталась одна с мамой.
А девочка выросла и родила ребенка, девочку, и ровно в 3 года от нее уходит муж. И что самое интересное, он переезжает в тот же город, в который уехал его отец. Как это происходит? Слушай, ну иногда тебе не кажется, что вот, ну, есть такая фраза, да, иногда банан – это просто бананы. Ну, типа, можно же сказать, что это случайное стечение обстоятельств. Типа, все ли нужно подвязывать к психосоматике? Нет, не все. Но практика показывает, что все. Потому что, я скажу больше, дочь этой женщины родила в 3 года ребенка, и от нее ушел мужчина. Что это такое? Это стратегия. Определенная стратегия реагирования. Где мы ее взяли? Дочка научилась у мамы, мама научилась у своей мамы и так далее. Но, хорошо, мы об этом узнали. Сейчас же все идут в род, ищут причины, почему я такая. Ну, это же поколение мне передали. Но, да, ты знаешь об этом. Но что ты будешь с этим делать? Ты узнала, да, моя бабушка была такая, мой дедушка был такой. Но что ты будешь делать с этой информацией? Ну, у меня, например, все абсолютно по-другому. Я, например, видела отношения своих родителей, у меня никогда не было похожих отношений, вообще, ни разу. И у меня, ну, типа, мне кажется, что это же, ну, нужно там включить мозг иногда, не только, ну, типа, не только про психологию, а ты просто рациональность включаешь. И ты смотришь, например, на своих родителей такой, угу, вот так не окей, у меня так не будет, и ты делаешь по-другому. Согласна. Типа, ну, почему повторяется? Это один из примеров такой. Что вы сделали тогда? Что-то сделала для того, чтобы их сценарий жизни, скажем, изменился? Да, вот что ты сделала для этого? Ты посмотрела, мне он не понравился, это не мой путь, я иду другим путем. И ты идешь своим путем, да, это нормально. Я тоже, когда мне что-то не нравилось, я все время говорила, я так с твоими детьми поступать не буду. Я так не хотела поступать. Что ты сделала вот с этими, кто вот женщина в 3 года, да, и вот с этой историей? Вы решили эту проблему? Там был очень сложный для меня. И закончилось все печально. То есть, ну, женщины нету сейчас, она ушла. Тут еще вопрос, это очень сложный для меня был случай. Мы работали 3 сеанса мы отработали, но женщина не смогла выйти из этого состояния. Там получился конфликт на конфликт. Она поднимает и опять в этом начинает вариться. То есть не выходит оттуда. Там бывают такие, запускаются механизмы, а одним словом они называются механизм самоуничтожения, который человек, ну, не готов выйти. Ну все, он как бы принял какое-то решение, и он идет. Ищет, но не находит ответа. А я как специалист не могу дать ему свое чувствование, правильно? Мне надо у человека найти это чувствование, как он чувствует эту ситуацию. Я не могу ему отдать свое платье на, там, Оля, поищи, вот, примерь, походи, нормально тебе, ненормально. Нет, она должна найти свое платье. И поэтому, как правило, люди приходят и ищут волшебную таблетку. Дай мне ее. Дай мне чек-лист из 5 пунктов, чтобы я стала счастливой женщиной. Дай мне 5 пунктов, чтобы мой ребенок ходил в садик и не болел. А что ты для этого делаешь? Ты должна это сделать. Ты должна принять решение. Ты готова идти на это? А это большая работа на самом деле. Это, ну, не бывает так. Потому что от чего и происходит все. Ты идешь не своим, самые сложные, там, онкология, да? Что это такое? Ты живешь не свою жизнь. Потом, когда тебе твое тело говорит, там, посмотри, это что ты делаешь сейчас, и оно тебе помогает. Что в этот момент люди делают? Некоторые не выходят из этого состояния и уходят. Ну, некоторые... Одна из специалистов, Луиза Хей, она же болела раком. Да. И как раз-таки, когда она поняла то, что она просто, ну, типа, просто живет, ну, есть такое,
проживает как бы жизнь, но несчастливую жизнь. И когда она начала заниматься психологией, изучением себя, она вообще кардинально поменяла свою жизнь, и она вылечилась от рака. Да. И она начала помогать и другим людям. Да. Вот, вот пример. И вот пример, когда люди уходят. То есть ты готов изменить свою жизнь? Да, я готов. И я буду для этого делать что-то. Благодарю тебя за честность, Ира, за то, что ты говоришь, что есть сложные случаи, что ты... Да, конечно. Да, это важно, благодарю тебя. Но мне кажется, вот есть все-таки, например, вот ты сказала про чек-лист, а мне кажется, что есть определенные болезни, и по которым, вот есть какой-то список, почему, например, они происходят. Например, человек сломал ногу. Это вот о чем может говорить? Смотрите, вообще психосоматика говорит, что отравления и травмы никак не объясняются ничем. Но вопрос, если у тебя есть проблема, то где у тебя тонко? Это как? Где ты? Ты если у тебя есть какая-то проблема, и ты находишься в каком-то определенном состоянии, ты пойдешь и поломаешь ногу, или пойдешь и не поломаешь ногу? Непонятно. Еще раз. Ты находишься в определенном состоянии. Например, тебе плохо, ты в стрессе. Ты как твое тело реагирует в стрессе? Каким-то, да, давай твое. Каким-то определенным... Я начинаю набирать вес. Так, еще. Безбожно вообще. Тебе надо куда-то идти. Вот ты идешь. Разберем с переломом ситуацию. Ты идешь, тебе куда-то ты в стрессе, и ты куда-то идешь. Как ты идешь? Неуверенно. Еще как? Со страхом. Так, еще как? Все. Ты идешь и боишься. О чем ты думаешь в этот момент? Какая ты? Какая я? Да, какая неуверенная. Ты? Неуверенная. Слабая. И тут на дороге вот такая яма. Ты ее увидишь в этом состоянии, эту яму? А если, допустим, это на концерте произошло? Там не ямы, а концерт, веселье, там, вот такое. Концерт, веселье. Да. И казалось бы, да, все весело. Опять надо смотреть, в каком состоянии находится человек. Он веселится, как вот сказать? Веселиться от горя? Да. Какое это веселье? Все равно вот надо из состояния. Я вот не могу так вот сказать, да? Я там должна задать вопрос этому человеку. Что было до того, как? В каком состоянии ты пришел? Что ты делал? То есть выяснить, почему эта ситуация произошла, потому что ей предшествовало что-то. Да, у меня, знаешь, такой вопрос. Если психосоматика помогает, если она изучает взаимосвязь между какими-то событиями, травмами, либо же болезнями и психикой, почему тогда вообще в мире лекарства, например, да, и от рака, например, лечат медикаментозно, хотя, мало же случаев, когда вылечивают, как правило, нет. Вот почему тогда психосоматику вообще в мире не сделают общедоступной? Да. Это большой вопрос. Почему? Потому что вообще невыгодно, чтобы люди были здоровые. Почему? Потому что наше общество вообще, и в мире в целом у нас главенствует потребление. То есть это политика, сюда вплетается тоже экономика. Что такое фарма? Фарма – это большой бизнес. Любой здравомыслящий доктор никогда тебе не назначит
лекарство, да, сначала. То есть он приходит, и он тебе говорит, там укройтесь, прикройтесь, попейте там, чай с медом, да, когда это простуда, там, давайте вот это. Ни один доктор, они все готовы к профилактике. То есть давайте не будем делать вот это и не получим вот это. Ну а мы что делаем? Мы нет. И легче, да? У меня что-то болит, мне легче выпить таблетку. Я возьму, выпью таблетку, и все, и мне станет легче. Я не задумываюсь, что мне говорит тело. А тело говорит, что? Обрати на себя внимание, что произошло. У меня заболело горло. Почему у меня заболело горло? Я же не думаю, почему оно у меня заболело. Я пошла, где-то я побыла, попила какую-то холодную воду. Начинается, да, вот эти какие-то. Там, на меня кто-то чихнул, там все болеют. Какие-то тоже определенные установки идут. Никто не задумывается, а почему у меня заболело горло? А может быть, потому что ты что-то не высказал в определенный момент, когда хотел? И тело тебе помогает. В нашем теле нет ничего такого, чтобы нас умышленно разрушало. Нам тело всегда помогает. Что-то происходит, и оно такое, так, надо помочь. Что-то у Иры там вот тут не лады, она что-то не может высказать. Да, я ей увеличу ткань, и ей тогда будет легче говорить. Например. Или, допустим, она что-то не хочет сказать, я ей это горло заболит у нее, и она не будет это говорить, и ей станет легче. Также и с ногой. Ага, там Сережа не хочет никуда идти. Что Сережа так вот? Ну пусть у него поболит вот это. Он же не хочет туда идти. Это все равно стрессовая ситуация. Это психика как бы находится в стрессе, какой-то стресс, и тело помогает, тело всегда помогает. Тело, во-первых, не врет, и оно же помогает. Помогает так, как умеет. Как еще иначе должно тебе тело сказать, что там, вот мне страшно, да, вот ты говоришь, когда мне страшно, я начинаю кушать. Так, мне страшно, почему мне страшно? На меня будут смотреть, и это как бы идет эволюционно, я должна стать больше, чтобы меня боялись, чтобы не я боялась, а меня боялись. И тело что делает? Становится больше, оно помогает. Вот смотри, ты большая, ты не бойся. Или наоборот, когда веса недостаточно, да, там, я боюсь, и пусть меня никто не увидит, я хочу исчезнуть. Чтобы меня, не трогайте меня нету, не надо на меня смотреть. Или, допустим, наоборот, бывают случаи, когда, допустим, мужчина получает какую-то должность определенную, и он начинает поправляться. Что он делает? Он хочет быть значимым, большим. Я большой, я значимый. Посмотрите на меня. Тело что делает? Оно помогает. То есть питание не поменялось, ничего не поменялось, образ жизни не поменялся, но вот эта вот значимость, я большой, я значимый. Или, допустим, есть же лишний вес, объем, а есть масса, я тяжелая или я объемная. Тут разные тоже случаи могут быть. Поэтому, когда ты разбираешь, допустим, лишний вес, это вообще не про лишний вес. И говорят, что в психосоматике нет определения лишний вес, есть дополнительный, он для чего-то. И либо его недостаточно, либо он для чего-то тебе нужен, этот лишний вес. Для чего, вопрос, надо разбираться. И, допустим, твой лишний вес и мой лишний вес, он лишний вес, но он у нас совсем про разное. У меня про это, а у тебя про это. Можно, допустим, брать вот эту классификацию, что горло – это про это, репродуктивная система, там женские болезни – это про это, там сердце про это. Нет. Почему? Потому что если у меня определенная ситуация, например, даже не знаю, как привести, какой такой показательный, не знаю, что-то случилось. Я могу отреагировать, допустим, почками. У тебя случилась аналогичная ситуация, а ты отреагируешь горлом. Поэтому
всех под одно, ну, как-то, ну, нерационально, неправильно, условно неправильно так А градировать. ты бывает то, что ты пьешь какие-то лекарства? Это моя большая победа на сегодняшний день. Я уже 2 года не принимаю никаких лекарств вообще. Вот просто вообще. Хотя до этого я сидела на гормональных препаратах очень много лет, более 10 Зачем? лет. Противозачаточные средства я принимала, это гормоны. Вот. И когда я познакомилась поближе с этим, я отказалась. Что ты сказала? Не будем больше рожать, да? Или как это происходит? Но есть другие средства, есть презервативы, да, не обязательно пить таблетки. То есть есть другие какие-то альтернативные методы, которые не влияют медикаментозно на тебя, не нарушают твою биохимию, естественную биохимию. Да, да. А как ты сама пришла в психосоматику? Как правило, приходят же через какую-то боль. Можешь сказать, вот помимо гормональных таблеток, что, ну, как бы всегда мы самый лучший кейс для других. Что ты проработала при помощи психосоматики? Когда я пришла в психосоматику, вообще в любое какое-то знание, новое знание, которое для меня, я прихожу из интереса. Ну, мне просто интересно. Там, ой, что-то я увидела, классно, давай посмотрим, как это работает. Ну, давай. И когда ты туда погружаешься, и ты такой, боже мой, что я натворила, что я наделала, потому что там надо было вот так, а надо было вот так, а почему я об этом не узнала раньше, да, вот сразу же так бывает. И сразу возникает вопрос, а ты смогла бы это принять, это знание тогда, когда ты была там 20 лет, и у тебя родился ребенок, и ты что-то делала не так, ты могла? Нет. Знание пришло тогда, когда оно тебе было надо для чего-то. И точно так же. И я настолько сейчас погружена, вот я, наверное, последние 3 года, я прям вот, я утром просыпаюсь, так, что у меня, как у меня? Ага, так, пошли, вот это. Ну, я почему говорю, что все психосоматика. Все там. Ой, что-то у меня там где-то зачесалось. А что у меня там зачесалось? А, понятно, поэтому. Или там, я начинаю торопиться. Ну, это прям уже вообще... Ну, это, ну правда, это как образ жизни какой-то становится твой. Ну, вот ты зачесалась, например, вот тут зачесалась. Что это может быть? Ну, типа, просто зачесалась, не знаю, волос. Почему так твое тело отреагировало? Почему там зачесалось? Да просто зачесалась. А если не просто? Почему не зачесалась вот здесь, а вот здесь и не здесь? Не знаю. Ну, типа это... Ну, мне кажется, что можно вообще сойти с ума, если ты вот все так, типа, будешь анализировать. А если тебе будет тогда все понятно, как дальше действовать, как реагировать и к чему это тебя может привести? Тоже интересно. А ты многим людям в Сыктывкаре, ну или вообще в целом в России помогла? Благодарности есть. Раз они есть, положительные отзывы, значит, я кому-то помогла. И вообще, когда я приходила в психосоматику, и у меня не было задачи монетизировать этот навык, да, ну, для себя. Я все делаю для себя. И если это вдруг кому-то помогло, ну, ко мне обращаются, можешь, да, могу. Помогло, да, ок, хорошо. Но чья это ответственность? Должна ли я нести за это ответственность? Ну, если ты берешь за это деньги, да. А если нет? А если не берешь деньги? Да. Или... Я не должна быть ответственна за это? Ну, уже нет, да. Почему? Почему? Ну, потому что это их уже жизнь, их право. Мне кажется, что когда мы берем деньги уже, да, то мы вступаем в определенные отношения, то есть у нас есть обязательства, по которым мы там выполняем определенную услугу, например. Я тебе принесла деньги, Света, вылечи меня. Ну, ответственность пополам. А если нет? Если нет?
Ну, типа ответственность только на человеке? Да, я тебя звала к себе прийти, я тебя просила заплатить мне деньги. Ты пришла ко мне и говоришь: Ира, у меня такая проблема, на тебе 5000, реши ее. Ну, ты можешь помочь. Я говорю: хорошо, а ты готова? Да. А тебе нужна волшебная таблетка? Как я тебе могу помочь? Что я могу для тебя сделать? Ну, ты как специалист по психосоматике раскрываешь ему его там подноготную. Моя задача, чтобы человек сам нашел ответ на свою проблему. А как он найдет ответ, если он вообще не в курсе? Почему психосоматика? Психосоматика про тело нужно чувствовать. Проблема людей, которые приходят за решением, они не чувствительные, нет чувствования. Мы, когда маленькие рождаемся, у нас все на чувствовании. И постепенно с возрастом у нас эти чувства забираются, притупляются так. Некоторые же, мы все от природы экстрасенсы. Но постепенно у нас эти знания куда-то деваются. Нам говорят, что там не плачь, ты же мальчик, мальчики не плачут. Мы забираем у мальчика чувствительность. Там доедай, а ребенок не хочет доедать. Что мы забираем? Мы притупляем у него чувствительность. Какие еще, например, там, не бегай, там, не скачи, ты мне всю жизнь, я на тебя положила всю свою жизнь. Мы у детей забираем чувствительность, а они очень чувствительные. Почему? Потому что все, что происходит, ребенок находится в поле мамы при нормальной сепарации до 3-5 лет. Все, что происходит с ребенком, это происходит с мамой. Мама невербально транслирует ребенку свое состояние. До 5 лет? До 5 лет. Слушай, ну тебе, вот у меня, знаешь, такое, даже нужна помощь, чтобы честно сказать это. Вот я мама, и когда у меня ребенок болеет, то я, конечно, читала там психосоматику, да, и реально мы и так проживаем такое чувство вины вообще с детьми часто, но тогда ты еще, вообще вгоняешься в какое-то чувство вины, потому что ты такой, и болеет еще из-за меня. Я не такая мать, я плохая мать. Что ты делаешь в этот момент? Что я делаю? Да. Лечу ее. Нет, ты не лечишь, ты себя обесцениваешь. Что чувствует ребенок? Маме плохо. Да, я маме помогу. Как я могу маме помочь? Вот так. Как? Своей болезнью. А как он этим помогает? Они, дети, даже порой зеркалят. Ну, например, скажи какой-нибудь, вот чем заболела Ангелина? Ну, она очень редко болеет, на самом деле, но там насморк, например. Да, насморк. Это какая-то неприятно пахнущая ситуация, дурно пахнущая. Ты где-то побыла, тебе что-то не понравилось. Мать, ты не очень... Нет, ты не понравилась, и ты такая приходишь, и тебе Ангелина говорит, она чувствует твое состояние и говорит: мам, что происходит? Ты такая: все хорошо, ты же ей не скажешь: Ангелина, я вот была, там дурно пахло. Ну, поскольку это маленький ребенок, маленькому ребенку иногда сложно объяснить какие-то взрослые вещи, а ребенок чувствует, что у мамы что-то не так. И она что делает? Реагирует своим телом, показывая тебе: вот. Как бы это парадоксально не звучало, но это так. Все взаимоотношения, которые происходят, допустим, у меня с мужем, реагирует ребенок. Приходит, допустим, у моего ребенка аденоиды. Ребенок тоже типа там насморк, ну или какие-то определенные есть болезни? Конечно, определенные болезни. Например? Как-то отреагирует ребенок. Аденоиды. Что Приходит ко мне женщина, говорит: у меня у сына аденоиды. У моего сына были аденоиды.
Когда я об этом узнала, у нас были взаимоотношения с мужем какие-то сложные. Что такое аденоиды? Аденоиды – это в носу такие железы, которые, это как барьер, который защищает нас от внешнего воздействия. И они начинают расти, перекрывая проходы. Ребенок перестает дышать. Это про безопасность. Небезопасно ребенку. Папа с мамой ругаются, ребенок это чувствует. Как он реагирует? Тело помогает. Я понятно говорю? Да. Тело реагирует. Поэтому, когда что-то происходит с ребенком, давайте сначала посмотрим на себя, что с нами происходит в этот момент, что мы делаем не так. Или, допустим, говорят... Ну вот если, например, уже болезнь, там, не знаю, ребенку плохо, да, и там врачи уже говорят, там, нужно, например, антибиотики пить. Мне кажется, здесь очень сложно переключиться на психосоматику, когда врачи говорят, там, нужно уже там, таблеточки принимать. Что в этот момент нужно делать? Действительно ли нужно? То есть это же процесс... То есть у меня вот какой вопрос насчет безопасности. Когда мы начинаем изучать психосоматику, да, и болезнь какую-то, это на самом деле процесс дольше идет, нежели просто выпить таблетку. И вот все это время мы, получается, будем смотреть, как дети болеют, например, а если дойдет вообще до каких-то там прям краев таких, что прям будет уже прям очень плохо. Ну нет, конечно, надо обращаться к докторам, конечно. Я не говорю, что нельзя заниматься там традиционной, это все плохо, психосоматика хорошо, а вот традиционная медицина плохо. Конечно, нет. Но мы же нормальные люди, как бы мы живем в здравом обществе. Ну просто попробуй вот так. Конечно, если сложная ситуация, если у тебя инфаркт, как ты его вылечишь психосоматикой? Конечно, тебе нужна помощь врачей. Поэтому вот этот комплексный подход, да, ко всему, везде должен быть комплексный подход. Абсолютно. И сейчас очень многие приходят врачи, да, и говорят, вот приходит, у меня болит, анализы сдают, все нормально, вот это проходит, все нормально. Ну почему болит-то? Они что говорят? Идите, сходите, у вас психосоматика, идите, сходите, закройте какой-то вопрос. Бывает такое, что симптом, есть какая-то боль, а анализы ничего не показывают. Много таких есть ситуаций. И сейчас уже многие врачи обращаются к психосоматике. И у нас даже в школе, где я училась и где я являюсь экспертом, есть доктора, которые вместе с психосоматикой, детский доктор и психосоматика, быстрее процесс идет. Когда если, допустим, у тебя ребенок заболел, ты ему антибиотик он выздоровел, пошел в детский сад, а проблема решилась или нет? Ты решила проблему? Почему он у тебя заболел? Ты разобралась, почему он у тебя заболел? Нет. Это легче, это проще и легче. И нас так приучили. Нам даже в какой-то момент это понятней. Психосоматика непонятно, как это работает. Как это так? Как это вот так работает, что я там что-то изменю и что он болеть перестанет? Нам непонятно это. Но когда ты это сделаешь 1 раз, 2 раза, и ты такая, работает? Серьезно работает твое бесплодие? Как работает? Тебе сказали, ты бесплодна. Почему-то ты родила. Ты была бесплодна. И кроме того, еще очень много транслируется таких тренды. Даже бывает такое, что собираются там какие-то специалисты, коллеги, давайте обсудим тренды. То есть, чем у нас будут люди болеть в следующем году? Серьезно? Серьезно? Вот так говорят. А что они транслируют? Они запускают вот эту воронку и такие, давайте будем что делать? Мы будем продавать вот эти лекарства, мы будем делать вот эти прививки. И что? И ты попадаешь в это индукционное поле. И что ты делаешь? Ты начинаешь болеть. Например, еще пример с детьми. Ребенок идет в детский сад. Очень часто встречается, ребенок врет. Вот его в садике научили врать. Он до этого не врал. У меня был такой
распрекрасный, хороший ребеночек, и вдруг он пошел в детский сад и начал сильно врать. Что происходит? Ты отдаешь ребенка в детский сад, и ты волнуешься, ты реально волнуешься, как он там будет. Он тут, вот твой пупсик, да, там такой мой хорошенький, самый лучший, и надо в детский сад идти. И ты начинаешь волноваться. Когда ребенок смотрит на маму, мама волнуется, и он спрашивает у мамы: мам, что происходит? Она говорит: все хорошо, мой любимый, пока. Да, ты прощаешься, когда с ребенком в детском саду. Что чувствует ребенок? Маме плохо, но мама врет. То есть она ртом говорит одно, а невербально она ему транслирует совершенно другое. И он такой: мама врет, мама для меня самый безопасный человек, это самый мой близкий, самый родной человек, и она врет мне, значит, врать нормально, значит, врать можно. Мама же врет, значит, врать тоже можно. И ребенок начинает учиться врать. Благодарю тебя за то, что ты сказала это, потому что я сейчас хочу быть тотально честной тоже со своим ребенком и говорить о том, что чувствую. И... Да, если, допустим, иногда неудобно что-то сказать ребенку, ты ему так и скажи: я сейчас не готова с тобой это обсудить, я не могу найти слов, которые бы тебе были понятны. И ты с ним тотально честная. Ты говоришь о своих чувствах. Вообще говорить надо всегда о своих чувствах. Что я сейчас чувствую? Мне страшно. Я не знаю, но мы справимся с тобой. Я хочу вот это. Там, мне это не нравится. Мне как-то так. И все. Ты честна с ребенком, ребенок же с тобой честен. Думаю, да. Но не всегда. Сейчас не всегда. То, что ей 3 года исполнилось, она научилась врать. А кого она научилась врать? Мать. Мать научила всему. Но мне кажется, это важный период вообще у ребенка, когда они учатся врать. Да. И исследуют границы. Мне кажется, это тоже пройти вот этот промежуток тоже нормально. У них такой период еще есть самоидентификации. А как проверяют реакцию? Я вот так сделаю. Это нормально? Мама как отреагирует на эту реакцию? А если я вот так сделаю, так нормально будет? Они точно так же встраиваются в общество, да, в социум. Точно так же. Можно или нельзя? А вот так можно, а вот так нельзя? Вот тоже такое есть, да. Но когда, допустим, более сложная самоидентификация происходит в подростковом возрасте, когда подростки прям бунтуют, они прям в противовес своим родителям идут специально, они проверяют на прочность своих родителей. А с чем ты, Ира, любишь работать? Вот с какими запросами, вот чтобы к тебе люди приходили? Есть ли любимые темы твои? Нет. Нету. Но то, что какую-то узкую направленность, я вот уже говорила, что все равно зайдешь с одной стороны, человек придет с одной проблемой, а выйдет с другой. Я не знаю почему. Выйдет с другой проблемой или с Нет, не с другой проблемой, а совсем на другое выйдем. Проблема не в том, с чем он пришел. Он, допустим, говорит: там, у меня болят ноги, а мы выходим вообще на другую, то есть не с этой проблемой он пришел. Как будто какая-то завуалированность, что ли, я не понимаю. Вот я не могу тебе сказать, что, допустим, я пришла к тебе, потому что у меня с мужем проблемы. Там. А когда уже, допустим, проблема опустилась в тело, и там, я не знаю, какой пример привести. Дай мне какой-нибудь пример. Я понимаю, что да, это всегда про глубже. Да. А меня, знаешь, что интересует? А вот психосоматика может стать любой человек, или это психолог? Какое образование должно быть у... Любой. А абсолютно где любой. Обучают?
Я обучаюсь в школе психосоматики Чахели. Она есть на просторах интернета. Можно найти, есть группы. Почти во всех соцсетях есть. И в Телеграме, и ВКонтакте, и в Нельзяграме, и на Ютубе, и везде. Если вы набираете, бывает еще школа практической психосоматики Чохели. Основатель и бессменный лидер Екатерина Чухели. Вот. Сколько стоит обучение? Обучение, там есть разное обучение. Сейчас очень обучение большое, на 12 месяцев. Раньше было коротенькое, 3 месяца, 4 месяца. Были курсы разные, 1, 2, 3. Мы захватывали еще сексологию, но это тоже с точки Не зрения... расходимся, друзья. С точки зрения тоже психосоматики. То есть курс назывался «Здоровье через сексуальное», не скажу. В общем, сексология пусть будет называться. Там есть другое название у него, более такое понятное, доступное. Там разбирались уже прямо с самого начала. Вот когда мы в утробе мамы, там, когда фаза программирования идет ребенка. Знаешь, фаза программирования, что это такое? Нет. Фаза программирования, когда она идет за год до зачатия ребенка, 9 месяцев, пока ребенка вынашивают, и вот еще 1 год жизни. Это фаза программирования человека. То есть как бы странно, да? Как это за год до зачатия? Что там может происходить? За год до зачатия. За год до зачатия. Например. Сложно в это поверить. Можно, когда погружаешься и действительно находишь ответы там. Если я не ошибаюсь, что-то в районе 100 тысяч стоит обучение. Вот это большое сейчас, которое на 12 месяцев, там 9 месяцев это только психосоматика, там есть теория психосоматики, очень много практики, и 3 месяца это еще дополнительно для тех, кто хочет стать специалистом, и это как такие уже маркетинговые техники даются. Да. Кроме того, у нас есть закрытый клуб, он стоит там 1 месяц бесплатно, потом 300 рублей в месяц. Там работают специалисты разные, школы, и там можно решить тоже таким способом свои вопросы. Можно прийти на консультацию индивидуально. Вот, какие еще есть. Кроме того, устраиваются какие-то такие тренинги. Например, сейчас идет тренинг «Ты станешь мамой». Как раз вот эта тема условного бесплодия. Потому что если у женщины все репродуктивные органы на месте, то есть не удалены, то беременность должна наступить. Все остальное – это психика, это все в голове. То есть, когда приходят с таким запросом, первый вопрос, который нужно задать женщине – почему ты не хочешь быть мамой? И все такие: в смысле я не хочу быть мамой? Я вот все делаю для этого. И опять-таки глубоко заходишь. Почему ты не хочешь быть мамой? И человек начинает в себе глубоко разбираться и находит там. У нее был какой-то опыт, она смотрела на родителей. Там. У нее там: я боюсь вырастить не вырастить, не дать ребенку что-то. У меня нет квартиры, я не знаю, чем я его буду кормить. Там такой букет вот этих вот установок, которые там от мамы передались, даже от бабушки, социум там транслирует. Но всегда, ребенок же это 2 родителя, это может быть и мужское бесплодие. Опять же, это же условное бесплодие. Если у мужчины все в порядке со всеми органами, то он может быть папой. Кто-то не хочет, либо папа не хочет, либо мама не хочет. Когда все это убирается, наступает беременность после множественных ЭКО. Есть кейсы в нашей школе, после ЭКО рожают женщины прекрасных, здоровых детей.
Круто. А само эко, это, если даже вот на минуточку представить, что такое эко, это в каком стрессе, женщина и так в стрессе, и туда еще, это гормональная терапия, это со всех сторон, да, там напряжение родителей, внимание все на этом. Как она может родить? Это очень большой стресс для женщины, очень большой стресс. Да. Ира, я благодарю тебя за разговор, за то, что ты была честной, за полезную информацию, которую ты дала зрителям. Ну и, конечно, вы напишите, что для вас было полезным, что вы нового узнали. Как в целом выпуск, нам будет очень приятно прочитать комментарии. Если что-то не понравилось, тоже можете писать, все нормально. Ну и можете рассказать свои истории, связанные с психосоматикой, тоже будет интересно Да, почитать. я отвечу абсолютно, будут комментарии, я отвечу или пишите в личные сообщения, я с удовольствием отвечу на все вопросы. И Кире можно прийти на консультацию. Да. Обязательно мы ссылочку оставим в описании к видео. В общем, Ира открытая, теплая, к ней хочется приходить на чай, Приходите на чай. разговаривать, да. И я благодарю тебя, благодарю вас, зрители, благодарю всю команду за работу. Спасибо. Это были разговоры у Йомы. Спасибо. Мы молодцы. Не страшно. Нет, мне показалось как-то маловато. Я думала, мы еще будем разговаривать. Так быстро прошло время. Да, это быстро проходит. А прикинь, иногда за 3 минуты надо все сказать, все самое важное. Засовывай руку, Что это такое? а ты не смотри. Я должна почувствовать. Да. Думаешь, что это? Это тебе. Спасибо. На память о съемках. Ёмы. Никакого видео не будет. У меня прям единое стилистическое решение. Да. Да. И под цвет глаз еще. Да. Вообще, вот это я, конечно, женщина.